Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Россия готова поставлять вакцину от коронавируса во все страны. Владимир Путин выступил на саммите ШОС. День экономиста отмечают в России. 25 лет исполняется региональному министерству экономики. Расскажем, чего удалось добиться за эти годы. Настенные часы в подарок от главы Алдана. Завершилось обустройство детской городской библиотеки. Третья вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в скором времени. Также Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, заявил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин. Президент подчеркнул, что исследования уже показали и подтвердили, что российские вакцины безопасны, от их применения нет никаких серьезных последствий. Он добавил, что все вакцины доказали свою эффективность. Путин заверил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от ковид. Но они нужны людям во всем мире. Вопрос только в том, чтобы развернуть массовое производство. Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование, отметил президент. Глава республики Айсен Николаев с согласия депутатского корпуса подписал кадровые указы. Так, Илтумен дал согласие главе Якутии назначить Андрея Тарасенко премьер-министром. По итогам тайного голосования кандидатуру Тарасенко поддержали 48 народных депутатов, воздержался 1 парламентарий. Спикер якутского парламента Петр Гоголев от имени депутатского корпуса поздравил Андрея Тарасенко с получением согласия на назначение и пожелал успешной работы. Также за назначаемого на должность первого зампреда правительства Якутии Кирилла Бычкова проголосовали 45 парламентариев. Против 2, воздержались 2. Кандидатуру Сергея Местникова на должность заместителя председателя правительства поддержали 46 голосовавших. Кандидатуру Михаила Никифорова, также назначаемого на должность зампреда, поддержали 48 народных депутатов. Кроме этих кадровых вопросов состоялось назначение на должность судьи Конституционного суда Республики Саха-Якутия Алексея Михайловича Ефимова. Алексей Михайлович известен в среде юридической общественности как профессионал своего дела. Работал прокурором в органах прокуратуры, долгое время работал уполномоченным по правам человека в республике, возглавлял Центральную избирательную комиссию республики. То есть он является высококвалифицированным специалистом в области права, имеет безупречную репутацию, и народные депутаты поддержали его, назначив на должность судьи Конституционного суда республики. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» Банк ВТБ передал педиатрическому отделению Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины наркозно-дыхательный аппарат. Благотворительную программу ВТБ проводит по всей стране. Ее суть в поддержке государственных учреждений детского здравоохранения, рассказывает Ульяна Шагина. Пациентам педиатрического отделения серые больничные будни скрашивают именно такие моменты. Сегодняшний день им точно запомнится надолго. Банк ВТБ устроил для детей настоящий праздник. Рисовать умею, но не так хорошо. Теперь я буду учиться рисовать с таким набором. А что будешь рисовать? Не знаю, фоны, там, натюрморы. В дар от банка ВТБ каждый из этих малышей получил красочные наборы для рисования. Помимо этого, с большого экрана с ними общались знакомые всем Филя и Степашка, герои передачи «Спокойной ночи, малыши». Благотворительный проект ВТБ «Мир без слез» реализуется в рамках целевой программы банка «Здоровая страна». В этом году в нем участвуют 25 медицинских организаций, в том числе и Якутский национальный центр медицины. В дар от ВТБ они получили новейшее оборудование – наркозно-дыхательный аппарат немецкой фирмы «Дрегер», который установили в одном из реанимационных отделений. Очень благодарны публичному акционерному обществу Банк ВТБ. И такой трудный период нам подарили вот такой аппарат экспертного уровня. Помимо удобного интерфейса, новый наркозно-дыхательный аппарат можно перемещать из отделения в отделение, что тоже очень важно. Использоваться он может как во время операций, так и для восстановления после них. Аппарат жизненно важный, а в период пандемии такая помощь, тем более для маленьких пациентов, приобретает особенный характер.
В Республике Саха акция «Мир без слез» проходит уже второй раз. Мы рады возможности в очередной раз внести свой вклад в охрану здоровья жителей республики. Сейчас благотворительная помощь для детских медицинских учреждений особенно важна. Почувствовать помощь, солидарность в трудное время важно и для сотрудников сферы здравоохранения, и для их пациентов. Акция «Мир без слез» проводится 17-й год подряд. За это время помощь получили более 100 детских больниц в разных регионах страны. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. День экономиста отмечают в России сегодня. В этом году 25 лет исполняется региональному министерству экономики. С первых дней в ведомстве была разработана целевая программа социально-экономического развития региона. Результатом ее реализации стал рост продолжительности жизни с 62 лет в начале 90-х до 73 в 2019 году. Выросли доходы жителей региона, улучшилась инфраструктура. Ежегодно вводятся в строй десятки новых соцобъектов, обновляется и расширяется сеть газификации населенных пунктов. В 2007 году правительство России утвердило первую региональную масштабную программу «Схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики республики». За 13 лет ее реализации появились новые отрасли экономики, созданы сотни рабочих мест. И сейчас в результате реализации национальных проектов, национальной программы развития Дальнего Востока, мы ставим цель увеличить продолжительность жизни до 79 лет. Уровень бедности населения в 1995 году составлял 30%. По итогам 2019 года это 17,9%. А к 2030 году мы должны сократить более чем в 2 раза уровень бедности. Считаю, что это основные стратегические задачи, на которые нацелена работа Министерства экономики, и всех органов власти республики. Настенные часы в подарок от главы Алдана получили сотрудники детской городской библиотеки. Символический презент стал финальным штрихом создания уюта. Обустройство библиотеки в прошлом году, отметившее новоселье, завершилось. Залы укомплектованы новой мебелью и техникой. С новинками и новшествами ознакомилась Татьяна Вахнина. Дарю вам часы, чтобы время только шагало в будущее. И вперед, Татьяна Ивановна. Только вперед. Да, только вперед. Настенные часы в подарок коллективу детской библиотеки от главы города стали своеобразным венцом обустройства читальни. Напомним, в прошлом году библиотека переехала в новое здание. Мебель и оборудование приобретались постепенно на деньги, выделяемые из муниципального бюджета. В центре абонемента размещен весьма необычный стеллаж. Прямо в середине книжных полок располагается иллюминатор – кресло для чтения. Ребята приходят, снимают обувь и даже присаживаются, и с ножками можно даже здесь посидеть и почитать любой журнал или книгу. Очень удобно. Релаксация такая небольшая получается у детей. Чудесную сказку напоминает абонемент для самых маленьких посетителей библиотеки. Столик-ромашка, стеллажи в виде елочек и паровозика восхищают даже взрослых, а малышей, уже научившихся читать, в не меньшей степени привлекает выставка книжных новинок. У нас поступили книжные новинки. Это Олег Рой, долгожданные джинглики. Это у нас Холли Веб про щенят и котят. И также Бероу «Мой маленький пони». Наиболее массовую категорию читателей составляют подростки. Фонд абонемента для старшеклассников наиболее многочислен. Он включает как программную, так и художественную литературу. Тем более такой возраст становления, да, когда характер меняется, когда нужно поговорить с подростком, направить его, то есть нужную литературу подобрать. То есть дети ходят обязательно каждый день. Либо что-то я им советую, либо они приходят с запросом с каким-то определенным. Увидели фильм, да, решили прочитать книгу. Сегодня рефераты и научные работы пишутся не только с опорой на литературу. Часть информации современные школьники и студенты берут в интернете. В читальном зале имеется компьютерный класс. Нововведением в библиотеке стало открытие взрослого абонемента. В это подразделение перешли книги бывшей ранее самостоятельной библиотеки семейного чтения РЛ. В картотеке взрослого абонемента почти 700 читателей. Залы детской библиотеки теперь современные и комфортные, а у сотрудников в планах приобретение интерактивной доски и обновление компьютерного класса. Татьяна Вахнина, Алдан.
Далее о спорте. Масс-рестлингом теперь занимаются и в Африке. В государстве Бенин спортсмены тренируются на помостах, знают все правила и даже проводят соревнования по перетягиванию палки. О том, как и когда масс-рестлинг оказался в Африке и какие планы у бенинских спортсменов, смотрите в материале нашего САПКОРа в Москве Айсены Бурнашовой. На этих видеокадрах участники первого школьного турнира по масс-рестлингу в Бенине. Соревнования прошли в городе Басила на базе местного колледжа. 50 юных спортсменов участвовали в 4 возрастных категориях. Видно, что ребята быстро приноровились. Ступни в стартовой зоне, пятки на помосте. Слышны якутские «белем» и «че». Организаторы отмечают, игра прошла по всем правилам. Конечно, мы знаем историю. Масс-рестлинг – это якутская игра. Игра из Республики Саха. У нас много о ней информации. Также мы знаем правила игры, они достаточно легкие. Если чего-то не понимаем, то задаем вопросы нашим друзьям из России. Хасан Фосининадей – главный организатор турнира. Вместе с командой он собрал и инвентарь для соревнований. Палки, помосты, доски упора – здесь важна каждая деталь. Поэтому с техникой правильной сборки и покраски оборудования бенинцев поддержали на родине масс-рестлинга. Республиканский центр национальных видов спорта отправил им чертежи, и мы контролировали процесс изготовления. За этим наблюдал весь мир. Они пошагово отчитывались и изготовили настоящий хороший инвентарь. И он будет распространен в 3 странах – Того, Гана и остается еще в Бенине. Впервые о масс-рестлинге в Африке заговорили в 2013 году. Первопроходцем был Мадагаскар. Инициативные спортсмены даже проводили региональные турниры. Бенин же вошел в Международную федерацию в 2016 году. Хасан Фосининадей надеется, что соревнований по масс-рестлингу станет больше. В планах у него объединить все африканские страны и провести общеконтинентальный турнир. У нас есть мечта, очень хорошая мечта. И я думаю, что наша работа, старания не останутся незамеченными. Мечта сбудется и реализуется. Из якутского национального вида спорта масс-рестлинг перерос в поистине международный. На сегодняшний день он объединяет 49 стран и 6 континентов. Ежегодно в мире проводится около 200 соревнований. И с каждым годом желающих выйти на помост и перетянуть палку на свою сторону становится только больше. Айсена Бурнашова, Максим Кардозов, Виктор Олесов, Джур Березкин. Москва, Бенин. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Мы следим за развитием событий.